Здравствуйте, мои дорогие, любимые! С вами снова канал Alive. И сегодня у нас гадание будет на любовную тему. Отношение человека к вам в душе и действия в загаданный срок. И гадать я буду на великолепной колоде Клода Моне, посвященной Клоду Моне, его картинам. Это Таро импрессионистов или импрессионизма, да. Вот такая вот великолепная колода. Смотрите, с картинами. У нас с вами будет 4 позиции. Сначала по одной карте, которые мы обязательно будем докладывать. И первая карта будет, как человек, которого вы загадали в душе, к вам относится. Это любовная именно тема. Запомните, что любовная. И как он будет действовать в загаданный срок, мы будем докладывать. Меньше 2 недель загадывать срок нельзя. Таро этого не любит. И пока я выкладываю карты, я вас также приглашаю на индивидуальные расклады, консультации и ритуалы. Пишите мне в Viber, WhatsApp, ВКонтакте, в Instagram, в Telegram. Я вам отвечу, сообщу все свои условия, цены. И мы с вами обязательно поработаем. Итак, давайте раскладывать наши великолепные камушки. Первый будет вот такой вот великолепный камень. Он называется дымчатый кварц. Второй у нас будет горный хрусталь. Так, что-то не фокусируется. Но он, конечно, такой прозрачный, светлый, да. Поэтому и камера его так просто не берет. Так, дальше что мы тут возьмем красивое? Черный турмалин. Третья позиция. Давайте возьмем черный турмалин. Камень колдуна. И что еще взять такое интересное? Так. Ну, давайте аметист. Аметист же тоже красивый камень. Вот, давайте последняя будет аметист у нас. Первая, вторая, третья, четвертая. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А мы последние 3 позиции откладываем в сторону. И начинаем с самой первой позиции. С тех, кто выбрал дымчатый кварц. Как человек в душе к вам относится на сегодняшний день. Мы здесь видим тройку жезлов. Тройка жезлов показывает, что человек очень хорошо к вам относится в душе. У него есть к вам большой интерес, чувство и притяжение. Карта, по сути, роста и некоторой даже креативности. Карта замечательная. Она говорит, что человек строит в душе планы на будущее с вами. Вы ему дороги, вы ему интересны. Он считает, что можно с вами, допустим, в какие-то поездки собираться, или ехать к вам, или вы к нему, вот друг к другу в гости, да. Может быть, вы находитесь несколько на расстоянии друг от друга. И тогда, конечно, хочется встретиться, хочется человеку быть поближе. Если вы в одном городе живете, карта показывает совместные планы на какие-то поездки, дороги, может быть, знакомство с его друзьями, родителями, также какие-то многочисленные свидания, и чтобы проводить времени побольше вместе. Человека к вам тянет. Человек считает, вот у вас друг к другу чувства растут. Он очень заинтересован в сексуальном смысле, конечно, вот такое есть притяжение, но он считает, что чувства укрепляются, и если уж это, допустим, влюбленность, то будет любовь. А если уже давно вы вместе или, общаетесь, да, соприкасаетесь, даже если расстались, человек считает, что сейчас идет период укрепления чувств или даже, может быть, примирения какого-то, что он хотел бы примириться с вами и улучшить каким-то образом отношения. Давайте посмотрим его действия в загаданный срок. Я еще раз повторю, что меньше 2 недель не загадывайте, как он будет действовать по отношению к вам. Туз жезлов. Это и есть карта действия. Вам нужно понять, что карта показывает, человек надеется на что-то в этих отношениях. Он хотел бы, чтобы отношения развивались. Он заинтересован в вас. Он хочет быть активным в этих отношениях. Он хочет проявить инициативу.
Он может куда-то приглашать в загаданный срок. Если вдруг вы почувствовали, что между вами черная кошка пробежала, человек будет восстанавливать отношения, реабилитироваться перед вами, разговаривать, приходить. Вот именно вся инициатива с его стороны идет. Если вы сейчас не ссорились, не расставались, карта показывает действие. Человек будет ухаживать, что-то дарить, приглашать, писать, звонить, понимаете? Это очень хорошая карта. Вообще жезлы – это карты страсти, любви. И когда человек с напором идет в отношения, он заинтересован на 100% в этих отношениях. Ну, вот такая позиция номер 1. Вы этого человека явно впечатляете. По полной программе, как говорится. Позиция номер 2. Наш горный хрусталь. Как человек в душе к вам относится на сегодняшний день? Король Пентаклей. Прекрасная карта. Она показывает, что человек чувствует ответственность за вас. Это глубокая любовь. Это любовь, например, мужа к жене, жены к мужу. И также, если вы загадали даже совсем нового человека, человек смотрит на вас серьезно. И в душе тянется к вам именно по-серьезному. Для создания брака, семьи, отношений именно на всю жизнь, может быть, на долгие годы. Человек присматривается к вам так, что вот не связать ли с вами свою судьбу? Это именно так. Но если вдруг вы с таким человеком расстались, поссорились, он чувствует ответственность за вас, что так было нельзя поступать, так было нельзя делать, понимаете? Он как бы хочет реабилитироваться перед вами. У него в душе желание проконтролировать даже вас в чем-то. Хотелось бы, чтобы вы не ушли из зоны его внимания, чтобы он имел на вас влияние. И если этого влияния не будет, это будет для него катастрофично, потому что в жизни он привык многое контролировать, по крайней мере, окружающих. Конечно, это очень хорошая карта, но она приземленная. Она не фокусирует человека на сексе, например. Она не фокусирует его на излишних фантазиях. Она фокусирует его на том, чтобы вот именно вкладывать энергию в отношения и строить. Вот эта карта строительства. Когда человек строит вокруг себя некую империю, он же король, у него должно быть королевство. Понимаете? Этот человек привык жить в обществе, в семье. Ему нравится, допустим, выстраивать бизнес или работать. И, соответственно, когда он подходит к вопросам отношений, он также работает над отношениями. Он как бы хочет их выстраивать, он хочет создать этот дом, семью, тепло. Давайте посмотрим его действия к вам в загаданный срок. Причем меньше 2 недель не загадывайте. Король мечей. Есть некоторая проблема, что здесь мы видим все-таки короля, да? Что тут короля? Вы знаете, если вы загадали женщину, она как бы между 2 королей выбирает, между 2 мужчин. И она к вам серьезно относится, но есть мужчина, который ее на данный момент отягощает. И ей нужно как-то от него отделиться, но он, получается, на нее давит. И ей сложно пока отделиться. Поэтому от такой женщины действий, наверное, не ждите. Это вам надо проявлять инициативу. А вот если вы загадали мужчину, дисциплина, сила, правда. Король мечей, он будет от вас что-то требовать. Он будет вас муштровать. Как говорится, чувствует, что в ваших отношениях есть некий, может быть, спор, конфликт. И он будет ставить вас как-то на место, что ли. Он в вас заинтересован по-прежнему, это все правда. Этот человек настроен на серьезность, но ему нужно показать свою силу и лидерство. Может быть, у вас много, как у женщины, лидерских качеств, и он хочет вас перебороть. Он как будто будет вас воспитывать. Что-то такое говорить, может быть, воспитательное. Или молчать, чтобы вы дисциплинировались, перестали. Допустим, там, истерики ему закатывать. Что-то такое.
И также это просто карта, которая показывает «хочу добиться правды». Тогда у него будут с вами серьезные разговоры. Ну вот в то время, когда вы загадали. Его действия — это серьезные тогда разговоры. И проявление мужской силы. То есть ему бы хотелось, чтобы вы какой-то формат поведения поддерживали в отношении него, и никак иначе. Если он увидит другой формат поведения, он будет бунтовать. Поэтому его действия вот, ну, вас как-то прижать, получается, чтобы вы ему подчинялись. Ну, такая позиция номер 2. Третья позиция. Наш черный турмалин. Как человек относится к вам в душе? 10 кубков. Этот человек вас любит совершенно точно. Причем как любит? Ну, он хочет мира с вами, гармонии. Именно гармонии и счастья. Он считает, что ему очень сильно повезло, что он встретил вас в этом мире, в этой жизни. И отпускать точно не хочет. Если вы поссорились, прям, ну, будет мириться, наверное. Хочет помириться в душе. У него в душе желание именно договориться, помириться. Быть семьей с вами. Делать вас счастливым человеком. Любит. Именно любит. Вот как он относится в душе? Очень хорошо. И любит. Вы для него целый мир. Этот человек не просто любит, обожает. Он сконцентрирован полностью на вас. Если вам кто-то мешает, человек бы этого не хотел. Он хотел бы с вами гармонии. Он хотел бы договориться. Он хотел бы быть рядом. Всеми фибрами души. Именно любовь падает. Конечно, это очень хорошая карта. Одна из лучших, на самом деле, для чувств. И для отношений. Прекрасно. Давайте посмотрим, как он будет действовать в загаданный срок. Меньше 2 недель не загадывайте. Паж мечей. А вот тут проблема есть. Проблема. Этот человек в душе вас любит, обожает, хочет мира с вами, гармонии, но этой гармонии добиться не может. И гармонично он вести себя не будет. Почему же? Вот в чем вопрос. Человек будет вести себя недоверчиво, будет разговаривать с вами с прищуром, выяснять отношения, психовать, нервничать. Скорее всего, этот человек очень ревнует. В этом проблема, в ревности. Понимаете, в чем дело, да? Что, с одной стороны, мы знаем, паж мечей — это все-таки какой-то логик, да? И бывает такое, допустим, раз тут хорошая карта, что человек будет с вами просто на интересные темы разговаривать в ближайшее время. Ну, то есть, когда вы загадали срок, какое действие к вам будет, да? Какие? Я на русском языке. Смотрите, допустим, болтовня на интересные темы, на общие темы с вами. Ну, вот это как предположение, если хорошее что-то смотреть. Именно хорошее. Если смотреть плохое, ну, будет, значит, выяснять с вами как-то отношения, психовать, нервничать, что-то предъявлять. Говорить: ай-яй-яй, со мной плохо поступили. Ай-яй-яй, меня обвинили там, например, да, прижали. Как же, почему ты так со мной разговариваешь? Вот. С другой стороны, он может проявлять страсть, но страсть смешанную с недоверием и подозрением. То есть ну, постоянно проверять ваш телефон, например. Или где ты была, или где ты был, что ты делал, делала, почему ты так себя ведешь. Ты на работе с кем-то флиртуешь? То есть вот такое может быть еще. Разговорчики о том, что я хочу тебя проконтролировать. Как бы закатывает свои истерики некоторые. Что я очень хочу тебя проконтролировать. Понимаете? И, ну, естественно, очень любопытный человек, да? Очень любопытный. Когда, ну, хочет о вас все знать. Абсолютно все. Будет выяснять информацию. Ну, так получается. Загаданный срок у вас веселенький. Вот реально. Человек слишком эмоциональный, и он пытается вас разгадать, скорее всего. Вот такая позиция номер 3. 4-я позиция. Наш аметист.
Давайте посмотрим, как человек относится к вам в душе. Туз кубков. Чувства все через край, очень много эмоций. Вот как будто бы новые ощущения. Человек интуитивно считает, что вы друг к другу подходите и вообще вас чувствует, прям чувствует душой на расстоянии. Или когда вы рядом, даже пытается угадать какие-то ваши мысли, прочитать мысли, эмоции. Ему бы хотелось все о вас понять. Вы для него невероятно интересный объект на сегодняшний день. Он может следить за вами. Он относится к вам с повышенным вниманием. Это как влюбленность или любовь. Но все зависит от того, сколько же вы в этих отношениях. Да? По тузу кубка всегда скажешь «любит». Причем вы важны настолько, что испытывает кучу эмоций разных. От ревности до невероятных фантазий о сексе и так далее. Восхищение внешностью, все что угодно. Анализ каждого вашего слова. Такое с пристрастием отношения. Но проблема есть. Если вы давно, допустим, да, это настоящая любовь. А если вот чуть-чуть общаетесь, просто повышенный интерес и влюбленность, просто страсть. Впечатлился настолько, что не может не думать о вас. Вот так. Естественно, вы в душе вот вызываете бурю. Причем можете даже сниться во сне. Или человек может даже стать навязчивый на самом деле. Если вы поссорились, расстались с таким человеком, ни о чем или ни о ком больше, кроме вас, он не может сейчас думать, помышлять. У него не получается выкинуть вас из головы, из души, из сердца. Вы ему нужны буквально на физическом, на ментальном уровне. Давайте посмотрим, какие действия он применит к вам в загаданный срок. Меньше 2 недель не загадывайте. Рыцарь мечей. Слишком большая активность, импульсивность. Видите? Человек может настаивать, брать нахрапом. Если вы отказываете, нервничать и ревновать. Может выяснять отношения, может наседать, может быть очень агрессивный. Импульсивность, она такая. У человека столько внутри эмоций по отношению к вам, что он может ведь и быть агрессором. Поэтому выпал рыцарь мечей. Это агрессивность, активная агрессивность, да? Когда человек пышет. А вот какими эмоциями он пышет? У него же много эмоций, они разные. С одной стороны любит, а с другой стороны, где вы ему дорогу перешли? Оскорбили, обидели? Если да, то будет выяснять отношения до зеленых соплей. Если это страсть, то это дикая, необузданная страсть. Человек будет настаивать на встречах, на общении. Если далеко находится, на видеосвязи. Если это эмоции, например, то, что вы поругались из-за чего-то, опять же, да, или ревность, допустим, он будет делать все, чтобы как можно больше с вами общаться. И как можно больше, как детектив, расследовать про вас. Понять, например, изменяли вы ему или нет. Почему вы так себя ведете? Что случилось с вами? Почему вы так изменились? И так далее. То есть будет ковыряться до последнего. И делать свои выводы про вас. А выводы не самые лицеприятные чаще всего. Поэтому здесь, по этим картам, лучше бы это была страсть и любовь такая невероятная, чем выяснение отношений. Но человека переполняет на сегодняшний день слишком много чувств. Такая у нас позиция номер 4. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал Live, а также на канал Школа Таро Альвиен и гадание, заговоры, ритуалы Карина. Всем пока и до новых встреч!